Для Великого Новгорода Усть-Цильма словно капсула времени. Исторические связи древнего русского города и нашего села насчитывают почти 5 веков. Известно, как в 1530 году князь Ивашка Ластка собрал в Великом Новгороде людей, пришел на реку Печоры и основал поселение. Заручился грамотой Ивана Грозного, который разрешил выходцам из Новгорода проживать именно здесь. Реконструкцию тех событий нередко проводят на праздниках в Усть-Цильме. От просторов Новограда, от российской стороны, земли севера наградой нам великий дар даны. На рубеже 17-18 веков отдаленный край активно заселяли староверы, которые хранили традиции и передавали самобытную русскую культуру из поколения в поколение. И вот эту духовную связь Новгорода и Усть-Цильмы решили восстановить участники автоэкспедиции «Земляки». Для Новгорода найти свои корни, а для Усть-Цильмы, может быть, получить свою какую-то дополнительную опору, да, потому что к ним дорогу построили круглогодичную 4 года назад. До этого был только зимник. Самолет летал, а дороги не было. Да, это действительно обособленное староверческое село, которое чувствует себя последним оплотом. Участники экспедиции на 4 внедорожниках проедут по маршруту основателей Усть-Цильмы. Остановятся в городах Валдай, Боровичи, Вологда, Великий Устюг и некоторых других населенных пунктах. Посетят исторические объекты, монастыри и музеи. Самые интересные путевые заметки журналисты оперативно разместят на ресурсах проекта «Земляки». Наша экспедиция пройдет весь этот путь, там более 2000 километров. Мы пройдем Новгородскую область, Вологодскую область проедем, мы обогнем по югу Архангельскую область, и самый большой путь у нас будет по территории Республики Коми. Еще одна цель автоэкспедиции – проинспектировать маршрут, насколько он удобен для обычного туриста, оценить качество дорог, условия ночлега и питания. Автоэкспедиция стартует от стен Новгородского Кремля 6 июля, а в Усть-Цильму земляки планируют добраться 14-го, аккуратно горку. Большой праздник хранителей самобытной русской культуры. Алексей Корчмат, телеканал «Юрган».